Я выросла в бурятской семье, и вот какие правила у нас были. Часть вторая. Первая часть есть уже в моем профиле, вы можете посмотреть, судя по комментариям. Эти правила были у многих бурятских семей, что на самом деле неудивительно. Давайте я вам расскажу про другие правила, которые у нас также были. Первое правило – нельзя было в сумеречное время кричать или звать кого-то по имени. Мама всегда говорила «Бора харанна бухашхар, хуи нерерум будуда». Считается, что пространство вокруг человека населено не только людьми, но и духами. Духами местности, духами предков, злыми духами, такими как Бохолда или Шутхыр. А еще сумерки считаются пограничным временем, временем, когда злые духи наиболее активны. И когда вы кого-то зовете по имени, то вы подсвечиваете этого человека злым духом. А еще нам рассказывали легенду о том, что злые духи умеют имитировать чужой голос. И если вы кого-то зовете в сумерках по имени, то они могут вам ответить. Страшно, да? Я до сих пор в это верю. И мы старались ночью в сумерках, если мы кого-то звали, то мы просто говорили «Хей, хой», как-то так. Второе правило, продолжая тему духов, каждый раз, когда мы ходили в лес собирать ягоды, грибы, мох, орехи или же ходили за Аршаном, то мы в первую очередь делали подношение духам местности, запрашивая разрешение на вход и на сбор. Человек находится в гостях у природы, поэтому нельзя было ломать ветки, двигать камни или же собирать все подчистую. Нужно было собрать ровно столько, сколько тебе нужно было. Еще интересное правило, я не знаю, было оно или у вас или нет, но мы старались сходить за водой заранее, до наступления сумерек. А если мы не успевали и ходили за водой только в ночное или в сумеречное время, то мы всегда, оправдываясь, говорили колодцу «Хукшодомне хубуле угунда хуэнтобда», что в переводе значит «наша корова родила, поэтому мы припозднились». У воды есть тоже свои духи, у воды они называются лосут, и тревожить их нежелательно. Нельзя мусорить, нельзя шуметь рядом с любыми источниками воды. Поэтому неудивительно, что мы не приветствуем, когда туристы пьют алкоголь из байкальского льда. В моем мировоззрении это бузер. И очиститься от этого очень-очень сложно. Я думаю, что нас ждет еще несколько частей, поэтому оставайтесь, пишите комментарии. До встречи!